У эфіры праграма «Святло душы». Я, вядучая Людмила Метакович, зноў запрашаю ў дарогу з удзельнікамі 31-й навукова-асветніцкай экспедыцыі «Дарога да святыняў», якая ідзе па гарадах і вёсках Айчыны з благадатным іерусалімскім агнём. На ўскраіне Белазёрска экспедыцыю сустракае хрэсны ход на чале з бярозаўскім благачынным Георгием Шаўцовым. Мы рады встречать вас с благодатным огнем на нашей земле. С этим огнем мы пройдем по улицам города Белозерск. Мы верим в свет благодатного огня, который имеет духовную силу, утвердит в наших сердцах веру, благочестие и правду. Пусть сам Христос благословит этот крестный ход. Белазёрск – город энергетиков. Тут другая по магутнасці электрастанцыя ў краіне. Першыя домікі для рабочых, якія працавалі на станцыі, пачалі будавацца ў 1958 годзе. Спачатку пасёлак называўся Бярозаўскім, а ў 1960-м ён атрымаў сваю цяперашнюю назву. Праз 10 год Белазёрск стаў горадам. Тут працуюць некалькі прадпрыемстваў, якія абслугоўваюць патрэбы электрастанцыі, а Белазёрскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж электратэхнікі расціць для яго кадравы патэнцыял. Тут наша сустрэча з яго выхаванцамі. Вельмі хвалююча і прыемна, што тэрыторыя нашага каледжа стала адным з прыпынкаў вашага падарожжа. Хочацца спадзявацца, што гэта не выпадковы выбар. І, калі ласка, хочу даць слова дырэктару нашай навчальнай установы Александру Васильевичу Шамчуку. Мы вітаем вас у Белазёрскім дзяржаўным каледжы электратэхнікі. Установа, якая з першага дня сваёй дзейнасці першаснай задачай лічыць не толькі навучанне спецыяльнасці, але і выхаванне чалавека высокадухоўнага з багатым светам. Мы лічым, што наша сустрэча сёння знакавая, якая яшчэ раз дае нам пераасэнсаваць нашы ўчынкі і дзеянні. Белазёрскую моладзь вітае кіраўнік экспедыцыі, супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лапата-Загорскі. У вашай асобе будзем вітаць увесь горад Белазёрск, якому мы па даручэнню Міністэрства інфармацыі перадаем бібліятэчку. Мы сапраўды часцінка дня беларускага пісьменства. Наша экспедыцыя мае два крылы. Адно рэлігійнае, другое светскае. У ёй арганічна паяднаны і хрэсныя хады, і асветніцкія выступленні. Пробуем экспедыцыі рыхтаваць кадравы рэзерв у беларускую літаратуру. І вось хацелася, каб сімвалічна гэта падкрэсліла паэтычнае слово Екатерины Стройло, якая недавно взяла национальную премию «Литературный дебют». Перед вами икона Божией Матери, чудотворная икона, и поэтому стихотворение, которое я бы хотела сейчас прочитать, это такое молитвенное обращение к Богородице. О Богородице, кроткая, нежная, милости алчит душа вновь мятежная, снова рыдает, тоскует, терзается, просит защиты в беде и смиряется. Перед тобой представая блаженная, вспомни о нас, Матерь Бога нетленная. Нам бы умыться в твоей непорочности, души от злобы очистить и склочности. Все воспеваем тебя, Богородица, знаем и верим, желание исполнится. Бог всемогущий услышит моление, ради тебя не спошлет нам спасение. Наш каледж падтрымлівае вельмі цесныя сувязі з храмам Серафіма Сароўскага, які знаходіцца ў нашым горадзе. Нашы навучэнцы прымаюць актыўны ўдзел у розных конкурсах, найбольш значных калядны турнір. Нашы выкладчыкі і майстры вытворчага навучання таксама прымаюць удзел у конкурсах, атрымліваюць граматы, атрымліваюць дыпломы. І зараз я хочу даць слова намесніку дырэктара па выхаваўчай рабоце Светлане Михайловне Літоўчык з яе асабістым вершам. Светлана Михайловна, калі ласка. Паколькі сёння такі дзень і хацелася узвышанага для души, я вспомнила, что был конкурс, где я писала верш до 120-годия Серафима Сароўскага. Прочитаю первые радки для того, каб зазначыць, что мы сапраўды працуем вельмі тесно и хотели бы, каб наши навучэнцы як мага болей частей приходили в храм. Чудных мест в мире много, всех и не сосчитать. Но зовет та дорога, где живет благодать, где над озером белым чудный город встает, белоозерским мотивом по проспекту плывет.
Двери светлого храма всем открыты всегда. Под крылом Серафима пролетают года. Пролетят и столетия, все развеется в дым. Лишь одно неизменно — ты, святой Серафим. Чудных мест в мире много, всех и не перечесть, но зовет та дорога, где любовь в мире есть, где над озером белым пролетают года. Двери светлого храма всем открыты всегда. Калектыў нашай навучальнай установы сеяць сярод падлеткаў зерне ведаў, мудрасці, добра і света. А вядома, я чытала, што ваши мерапрыемства, хрэсны ход, малебен, сустрэчы асветніцкія вельмі спрыяюць на той тэрыторыі, дзе гэта праходзіць. Мы верым, што ваша прысутнасць на гэтай зямлі паспрыяе і нашим навучэнцам, і нашим падлеткам. Хачу даць слова нашаму навучэнцу, будучаму электраманцёру Варвашевіч Ілля. За глыбіні веков наш могутный род. Мы родились здесь, это мой народ. Ваши синие руки моцные, нивы щедрые, нивы плетные, ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, ясновокие, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. З благодатным Иерусалимским огнем крочым до храма святого Серафима Сароўскага. Яго многокупольная композиция нагадвае старадаўнюю рускую архітэктуру. Пасля службы святы огонь множится по лампадках прыхаджан и растекается по Белозерску. А наших миссионеров запрашаюць у прыхадскі дом. У памяшканні нядзельнай школы экспозиция, прысвечаная святому Серафиму, ахоўніку храма, з якой знаёміць завуч школы Святлана Сергеевна Дюдзенеева. Усё сабрана з любов'ю, каб батюшка Серафим стал деткам ближей. Ну и, конечно же, мы очень почитаем преподобного Серафима Сароўского, в честь которого назван наш храм. Мы сделали вот такую интересную выставку. Потому что когда говоришь о батюшке, житие необычное. Они не представляют, а как это батюшка. И вот мы сделали, посмотрите, как старец выглядел при жизни. Сделали вот такое же облачение, щетки, шапочку, сумочку он такую всегда носил. В нем лежало Евангелие, камни, лопаточки и горшочек, который он всегда подкладывал сухарики, да, угощал всех со словами «радость моя». И крест вериги мы делали. Это настоящий крест, это не картон, это из стали делали. У нас потихонечку этот крест берут, на себя надевают и молятся. Я хочу сказать, почему одевают. Потому что наш тогдашний настоятель ездил вместе с прихожанами в Дивеево, и они взяли этот крест, вот это облачение все взяли, да, четки, шапочку, и они в Дивеево приложили все это к мощам преподобного Серафима Сароўского. Там рядом стояла монахиня, и когда наш настоятель объяснил, что он собирается делать, и почему, откуда это, она просто была растрогана, что мы так чтим память батюшки, и говорит, конечно, это все было приложено к мощам преподобного Серафима Сароўского. И с тех пор тайно находятся желающие этот крест на себя, вериги на себя надеть и помолиться святому преподобному Серафиму Сароўскому. Здесь дети делали, вы видите, поделки, которые отражают как раз житие преподобного Серафима Сароўского. Ну вот так, как мы можем, как мы умеем, как получается. Мы храним свою историю, мы чтим память своего святого. Мы воспитываем на этом не одно же поколение наших деток. По крайней мере, мы посеяли семена. А вот уже где они взойдут, это не так важно. Мы воспитали, а где-то взошло. Слава Богу. Синодальный отдел возит нашу летопись на все выставки. Они дали очень высокую оценку этой книге. Это первый опыт в Беларуси возрожденного летописания.
Я скажу еще, что это коллективный труд наших прихожан. Практически весь приход потрудился над составлением этой книги. Разные люди, материалы, главы. Можно сказать, что редактором, составителем является Светлана Сергеевна. Она все это приводила в единый вид, в единый стиль. Болела душой за эту книгу, поэтому в основном ее трудами, ее бессонными ночами эта книга. А в каком году храм начинал строительство? Начиналось в 1992 году с закладки фундамента, а освящен он был 30 января 1994 года. Веденеева Светлана Сергеевна, зауч этой воскресной школы. А это директор и наш настоятель, отец Алексей Олехнович. Его трудами здесь очень много сделано, много очень продвинулось. Так самоотверженно к детям относится, вот настолько прям болеет душой, чтобы все было у детей. Я говорю иногда: отец Алексей, последнюю рубашку снимите и детям отдадите. Гударов за настоятелем храма Алексеем Оляхновичем. Вы молодой батюшка, и вам поручили такой огромный собор. В большом городском приходе, да, наверное, и в деревенском приходится сочетать не только духовную работу, и хозяйственную. И вы знаете, глядя на батюшек, когда мы приезжаем, и глядя на их лица, я понимаю, они все приехали из села, из разных окрестностей. И как, в общем, им сложно, даже вот иногда в разговоре, я понимаю, содержать храм, когда малое количество прихожан. Сколько на них кладется не только духовных обязанностей, а именно таких хозяйственных, человеческих. Здесь очень активные и благочестивые люди, которые с давних времен сохраняют вот эти духовные и культурные ценности. Город-то молодой. Город молодой, но здесь вот православная вера, она была давно. Не на пустом месте город возник, уже вот проезжали, видели, что есть и селение здесь. И вот тот храм Вальшева, Успения Божьей Матери, который разрушен был. Когда-то был центральный храм вот этих всех селений, каменный храм. Вот в музее вы могли видеть фото, которое сохранилось. Традиции православия не здесь живы, и люди сохраняли даже ценности этого храма, потом передавали нам в музей. Поэтому, конечно, когда сюда уже пришел отец Георгий Шевцов, когда начала создаваться община, но он пришел не на пустое место. Духовный такой костяк он здесь был. Люди, они на самом деле живут этим, не только на словах. Поэтому, когда начинаем мы какие-то такие серьезные хозяйственные предприятия на приходе, знаю, что люди поддержат. Мне и так и страшно начинать. А к градообразующим предприятиям обращаетесь? Помогают? Чем могут, помогают. Могут помочь материалами, могут помочь техникой. И на самом деле это очень большая помощь. Ну, ваш храм, он ровесник начала возрождения веры. Да. Несет печать такой знамени времени. Вы создали летопись. Я знаю, что многие храмы из древности, из столетий существовали летописи, которые сейчас являются музейными раритетами, в которых описана, может быть, самая бытовая жизнь, но она характеризует время, характеризует людей, погоду даже. Да. Чем интересна ваша летопись? Во-первых, наша задача была сохранить память, потому что, вот какие-то работы мы проводили в приходе, а потом что-то нужно повторить. Например, ту же покраску храма, какие-то еще ремонтные работы. Даже вспомнить количество материала, которое пошло. Уже вот оно стерлось. Прошло там 3 года, а ты понимаешь, что надо поднять записи. А тут прошло 3 десятилетия, и не хотелось бы, чтобы потом прошли годы, и наши потомки вот так по крупицам что-то собирали, вспоминали, восстанавливали. Поэтому мы решили, пока еще живы те люди, которые принимали участие в строительстве храма, собрать их сведения, собрать вот то, что у нас есть, объединить вот такую книгу. Ну и постараться вспомнить всех людей, которые трудились на приходе, ну и продолжают трудиться. Это очень важно, когда люди брали в руки вот эту летопись, искали себя, находили и так радовались. А вот я тоже есть, меня тоже вспомнили, хотя вот им кажется, что их вклад небольшой, а вот их имя в летописи есть. Она такая толстая, столько за это время сделано. Сделано, и дом огромный. Сейчас люди берут тоже в руки летопись, читают, начинают вспоминать еще какие-то подробности. Мы уже думаем, надо будет издавать через несколько лет исправленное и дополненное издание. Это вес времени, вот да. Реально ощутимый. Ну, у вас еще и воскресная школа. Да, есть воскресная школа для детей, для взрослых. Деток у нас сейчас примерно около 130 человек, взрослых где-то 50 человек. В различных направлениях мы работаем, в том числе выходим на светские школы, работаем с государственными учебными учреждениями, с колледжем. Вот, слава Богу, это взаимодействие есть. Люди нуждаются в православии, нуждаются в вере. Слава Богу, что мы востребованы. Для родителей у нас есть тоже отдельное направление работы. Понимаю, что основное воспитание в православии, оно зависит как раз-таки от семьи. Вот это любые вам социологические опросы покажут. В том числе и на приходе мы проводили тоже такое своего рода исследование, обращаясь даже на предприятия. Ну, иметь какую-то статистику и понимать, с чем мы работаем, в каком направлении
направлении двигаться дальше. И вот мы понимаем, что в первую очередь это семья. Вот если есть в семье вот эти культурные, нравственные основы, то и ребенок, скорее всего, двинется вот в этом направлении, а мы уже должны ему помочь. Поэтому мы стараемся семью поддерживать, собираем родительские собрания, проводим какие-то мероприятия, которые у нас не только для детей, но и родители были задействованы. Например, паломническая поездка. Мы просим, чтобы и родители тоже поучаствовали. У нас уже есть такие примеры даже, когда ребенок родителей в церковь привел. Ребенок пошел в воскресную школу, а потом привел в храм родителей. У ваколіцах Белазерска нас сустракалі ў Альшева для разбуранай некалі царквы. Настаўніца Белазерскай гімназіі Тамара Кавалеўская паказвала фатаграфію святара храма. І людзі тады ўпершыню пабачылі, як святыня выглядала калісьці. Мы приехали Альшева. Вот к глыбе Да. остатку храма. Знаете, я пыталась узнать историю. Подвели 92-летнюю бабушку, которая начала рассказывать, что-то такое вспоминать. А потом уже случайно была педагог гимназии, которая показывала фотографии. То есть какой-то временной разворот получился, информация об этом храме. Да. А как вы черпали информацию о нем? Первый раз проезжал просто, это ж наш приход, наша деревня. Смотрел, стоит какой-то, когда только приехал сюда, потому что сам я не местный, из Молодечного родом. Смотрел на доску мемориальную. Причем католики, наверное, ставили. Это был сперва костел. А потом, когда было восстание Тадеуша Костюшки, ксенц принимал участие в восстании, был схрон с оружием здесь. Когда восстание было подавлено, передали костел православным. Когда уже мы поднимали вот эту историю, даже находил обращение ксенза в консисторию католическую, где он пишет, что вот пришли, меня изгнали из храма. Где-то что-то в интернете удалось найти, а вот эта Тамара Анатольевна Ковалевская, педагог гимназии, она завуч гимназии, у нее дедушка когда-то был певчим в этом храме. И она говорит, я вспоминала свои детские годы, когда они там с дедушкой проходили мимо этих развалин, но вот там ей немножко что-то об этом храме рассказывал. Ну, и она проявила такую инициативу, взяла наших детей из воскресной школы, и они начали вести расследования, переписывались, искали какие-то сведения, нашли священника, вот, который 70 лет там служил. Вот она много поездила, поискала, нашла царские врата из этого разрушенного храма. Здесь в соседнем приходе они хранятся. Не встроенную иконостас, а просто хранятся, потому что люди прятали, как могли. Вот какие-то книги нам приносят тот же музей люди. Вот мы смотрим это на престольное Евангелие. Нет сведений, где оно хранилось, в каком храме использовалось. Но предполагаем, раз в этой местности, может быть, это был и как раз-таки вот этот Альшевский храм. Люди хранили у себя, прятали, сохраняли вот эти ценности. Вы преемники, получается. Местности вот этой. Это местности. Так что ваша приходская вот эта летопись имеет пред, так сказать, историю. Может быть, еще первая часть будет об этом, история того храма. Ну, мы издали небольшую брошюрку вот по истории Альшевского храма, то, что удалось восстановить. Есть даже предполагаемое место погребения вот этого батюшки, который служил 70 лет, Стецан Кадлубовский. В 1937 году умер. На войну тоже действовал или нет? Этот храм, ну, он то закрывался, то открывался. По некоторым сведениям было такое, что немцы его разрушили. Но есть точные сведения, что немцы только крышу сняли. А уже в советские годы его... Жесткие 60-е годы борьбы с религией. Да, есть в деревне Хрыса, это соседняя с Альшева деревня. Житель, вот он был очевидцем того, как храм подрывали. Он говорит, даже когда его подрывали, он не рухнул сразу, настолько крепким был. Вот, и, говорит, уже приезжали там тракторами, его просто растаскивали в стороны. Да. Как вы пришли к священству? Я из города Молодечно, в середине 80-х родился, и у нас на весь 100-тысячный город был один-единственный храм. Хотя мы в храм посещали, я не скажу, что я думал о священстве. Я, как все, ходил в школу, ходил в секции, занимался спортом. И, мне всегда было интересно, что касалось Священного Писания. Книг на самом деле было немного, но вот удавалось что-то найти. Например, удалось найти Библию. Потом выходил такой журнал «Смена». Там публиковали толкования на Евангелие отца Александра Меня. Появились в моей жизни какие-то пояснения. Знаете, иногда вот такие великие пастыри, которые, типа Антония Сурожского, Александра Меня, они могут привести к вере человека. Да. Потом, когда закончил колледж, начал размышлять, вот думаю, мне вот интересна эта сфера духовная. Я узнал, что есть семинария в Жировичах. Вот я начал готовиться, поступил в семинарию. Раніцай чакала сустрэча з месцічамі ў Белазерскім палацы культуры. Трэба дадаць, што ў горадзе працуе дзіцячая школа мастацтваў, гісторыка-краязнаўчы музей і музей этнаграфіі. Белазерск ганарыцца зямлячкай, паэтэсай Нінай Мацяш. Яна выкладала нямецкую мову ў тутэйшым прафесійна-тэхнічным вучылішчы. Белазерская гарадская бібліятэка носіць яе імя.
Слухаючы выступление ветэрана экспедиции, педагога со Слонима, заслуженного работника адукации Лизаветы Ивановны Мукасей, думалася об вялікай адказнасці нашай миссии, об тым, что гэты благодатный шлях дае нам. Участвую я в экспедиции уже 24 раз. Пришла в 2001 году, когда достаточно был сложный период в моей жизни. Я просила Нину Семеновну, мою подругу, говорю, помоги мне. Может, я каким-то образом получу какое-то душевное успокоение, равновесие. Я человек была еще не воцерковленный. И меня вся душа трепетала все 5 дней экспедиции, как люди во всех городах, населенных пунктах, больших и маленьких, встречали благодатный огонь. Меня поразило, как вот в городе Новополоцке люди, мы шли длинным крестным ходом, становились на колени, как постилали цветы, принимали благоговение, потому что благодатный огонь – это величайшая святыня, которая сегодня есть на этой нашей грешной земле. Милостью Божией я 2 раза была в паломнической поездке на Святой Земле. И поскольку только по молитвам православного Иерусалимского патриарха снеходит благодатный огонь, 1 год представители Армянской церкви решили, что они будут просить Господа ниспослать по их молитвам благодатный огонь. Они закрыли врата этого храма, а врата это очень большие, обрамленные 2 мощными колоннами. Патриарх Иерусалимский пришел со своей свитой к этому храму, и они стали молиться у этих врат. И благодатный огонь снизошел, пробив левую колонну. И до сегодняшнего дня на этой колонне остается след от этого благодатного огня. Я думаю, что пока Господь вот таким образом, снисхождением благодатного огня, являет нам, что Он видит нас, что Он ждет от нас большого покаяния о тех грехах, которые совершает во множестве человечества. Пока Он являет, человечество будет жить. Сегодня нужна молитва всех нас и на нашей Беларуси, чтобы Господь не допустил, что наши недруги развязали у нас войну, чтобы Божья Матерь покрыла нас своим покровом, защитила нас всех, чтобы мы могли и растить детей, растить внуков, чтобы экспедиция наша продолжалась нести каждый год добро, Божье Слово каждому человеку нашей страны Беларуси. Заключнае слово кіраўніка экспедыцыі Александра Лапата-Загорскага. Зараз паспрабую пералічыць людзей, які бывалі в экспедыцыі. Это и Олесь Махнач, это Неля Тулупова, это и Бронислав Спрынчан, народный артист СССР Климов Микола Ермолович, Михаил Бич, Подлужный Александр. Такие далеко не чужие для белорусской культуры люди, скажем так. Экспедицию молодыми пройшли, например, Игорь Марзалюк, тогда молодой, зоры, потом Людмила Рублевская, Шнип, Ольга Ипатова, энергия этих встреч, ну и внутри экспедиции. И надеюсь, что мы сеем доброе и верное, мы и ездим. И как раз ты сады молитвы, які мы наведем, подкресывать это, да, это вельми яскраво, когда мы, например, посадили 14 годов яблоневый сад, приезжаем и бачим это яблочки. Когда мы в прессе сустракаем такие оценки. Одна девчина, уже тогда студент, когда ее спитали, что такое День письменства для вас, она каже, а для меня это успомины про то, як яшчэ для школьницы пройшла в хресном ходе разом с бабулей Поляховичем по вёсцы, под лесе, послухала выступление только с тягом часу и зразумела, что это и было мое прилучение народного слова. Вам жадаем жить 100 годов, эй, а здоровье 40 пудов. Калі ласка, гей! Дякую за славны Івацевічскі край за вот гэты тухмяны, прыгожы, апетытны каравай. Зычым вам, каб бруіліся ваши паўнаводныя рэкі і азёры, каб каласіліся буйна збажына, сонца і Божая ласка не пакідала вас. Дякую. Так экспедыцыю сустракалі ў сталіцы Дня беларускага пісьменства і Вацевічах. Каравай прымаў Ігор Михайлович Шаладонаў, супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай мовы, культуры і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук.
Свято беларускае пісьменства стаіць адным з першых у рэестры нацыянальнага наша жыцця. І я думаю, што гэта не выпадкова. Менавіта беларуская нацыя ў многім вырастала згодна біблейскай ідэі, што першае было слова. У стварэнні беларускай нацыі культура слова адыгрывае вызначальную ролю. Падвижнікамі нацыянальнага развіцця у беларускай культурным існаванні заўсёды былі людзі, якія валодалі формай мастацкага слова. Гэта і Кірыла Тураўскі знакаміты, гэта наша Ефрасіня Полацкая. Менавіта яны сваім удзелам у кніжнай справе, у рэлігійнай купелі развіцця і культуры, і літаратуры стваралі тыя падмурак дзеля культурнага засваення на нашай тэрыторыі. Як вядома, кожная рэчка пачынаецца з вытока. У гэтым сэнсе важная роля у фарміраванні беларускай нацыі адыграў Саламон Рысінскі. Першасны афіцыйна той, хто завёў аб сабе як беларусаў, напісаўшы пры паступленні ў Альфурскі універсітэт, гэта месца ў Германіі, дзе сучасны Нюрнберг знаходзіцца. Пішучы аб сабе, ён напісаў, што ён з'яўляецца беларусам і паходзіць з Беларусіі на грэчаскай мове. Вось ён, будучы сынам полацкай зямлі, выявіў сябе пакуль што толькі мясцовым сваім існаваннем, але паступова гэтая назва Беларусы, Беларусія стала назвай нашай дзяржавы. І калі мы вызначаем людзей, якія найбольш паўплывалі на фарміраванне духовнага ядра нашай нацыі, то, безумоўна, гэтымі месцамі сілы з'яўляюцца нашы знакамітыя класікі літаратуры, Якуб Колас, Янка Купала. Менавіта іхні талент і стварыла нацыянальную душу беларуса уже ў сучасны момант нашага развіцця. Мне думаецца, што свята беларускай пісьменнасці аддае даніну гэтым падвижнікам нашай славеснасці, і гэтае свята будзе яркім прыкладам дзеля таго, каб і сённяшнія маладыя творчыя людзі прадаўжалі гэтую традыцыю, прадаўжалі фарміраваць дух нацыі. Урачыстае набажэнства ў Івацэвіцкім храме дзяржаўнай іконы Божай Маці. Уладыка Георгій, мітрапаліт Пінскі-Лунецкі са святым агнём сустракае мітрапаліта Мінскага і Саслаўскага Веньяміна, патрыяршыка экзарха усяе Беларусі. Владыка Георгий благословляет святым огнем. Пасля службы на цэнтральнай плошчы Івацэвіч вялікае свята, на якім мітрапаліт Мінскі Заслаўскі Веньямін, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, казаў аб боскай прыродзе нашага слова. Слово, мова, пісьменства ад самага пачатку з'яўляецца выключным дарам Божым чалавеку. І ўсе мы павінны арыентавацца на той самы вышэйшы змест слова. Мы лічым за патрэбна звярнуць увагу на чысціню і эсэнсаванасць кожнага нашага слова, і пісьменнага, і таго, якое зыходзіць з нашых вуснаў. Словам можна даць натхненне на подзвіг, але можна і абразіць. Добрае, святое слово нават у самых безнадзейных абставінах здольна вярнуць да жыцця. Слово валодае вялізнай творчай сілай, раскрыць якую для сябе і для грамадства прызваны кожны, хто працуе са словам і жыве словам. Чым чысцей будуць словы, якія мы кажам і чуем, тым чысцей і багацей будзе наша сэрца і наш розум, і прыгажэй наша краіна. Мова!